Доброе утро, наши уважаемые телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И сегодня это пятничное утро. Вместе с вами встречаем мы, Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. Что у нас в пятницу? У нас в пятницу полезные рецепты. Мы расскажем, какой замечательный завтрак можно приготовить и поделимся интересными фактами о картофеле. Также посмотрим, что у нас можно узнать нового в музее. Поговорим с замечательными гостями, приуроченными к датам и событиям главным сегодня. Поэтому, чтобы не пропустить, сохраним небольшую интригу. Ну и, конечно, порадуем вас возможностью получить небольшой приз за участие. Сегодня мы подарок разыграем в нашем телеграм-канале. Будет простой достаточно вопрос, поэтому если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Сегодня подарок у нас вот такой вот замечательный сертификат от ювелирной фирмы КРГ. Поэтому если сейчас у вас есть время, по QR-коду переходите и подписывайтесь. И ждите. Это интрига такая, вопрос. Может быть, конечно, не очень сложный, но и не совсем простой, потому что он приурочен к сегодняшнему дню. В общем, оставайтесь с нами, ну а прямо сейчас спешим проинформировать, какая сегодня погода за окном. Итак, в центральных районах плюс 12, плюс 18, в заречной группе 13-18 градусов тепла, в южных 9-16 выше 0, в Вилюйской группе плюс 15, плюс 20, в Нижнеленских 14-15 градусов тепла, в западных плюс 10, плюс 15, в Колымо-Индигирской группе Улусов минус 1, плюс 11, в Янских 10-16 градусов тепла, на северо-западе плюс 1, плюс 10. В Якутске температура в 6 часов утра составила плюс 17 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный, а сегодня днем в Якутске без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха, но уже второй день сказочная, 28-30 градусов тепла. Так, ну давай уже фотографируй. Ага, так, вот так. Нормально. Видно? Да, нормально, хорошо. Так, ты же увидел, что это L, а это V. Угу. Так. Все, давай. Я должна получиться красивой. Ну, как всегда, все есть, фотографии есть. Дорогие друзья, а вы знаете, что мы делаем? Мы участвуем в челлендже. Это не простой челлендж, это Кореникор от ЛУФ, чтобы вместе остановить пандемию миопии в Якутске. Вы знали, что 80% детей в Якутске страдают от снижения зрения? Давайте это изменим. Кореникор – это челлендж, где каждый вашу сторис ЛУФ пополняет копилку денежных средств. Накопленные средства направят на оплату лечения или очков для ваших детей. Чтобы пополнить копилку, вам всего лишь необходимо выложить сторис, как мы, уже с готовым шаблоном. Каждый репост пополняет копилку на 300 рублей, а каждый 300 репостов – это уже 90 тысяч рублей на лечение зрения детей. А что делать, если я не только хочу выложить сторис, но и нуждаюсь в помощи для своего ребенка? Ну, в целом, чтобы получить лечение, тебе нужно заполнить Google форму, соответственно, затем, с историей о зрении своего ребенка ЛУФ выберет самые интересные истории и героям подарит лечение зрения, очки для замедления миопии или ночные линзы. Ну, дорогие друзья, всю подробную информацию вы можете узнать по QR-коду. Переходите, участвуйте, обязательно поддержите эту замечательную акцию в социальных сетях. Все, что от вас требуется, это выложить в сторис. Да, делайте фото, как мы. Давайте распространим хэштег Кореникор на всю республику и подарим детям возможность видеть прекрасное в нашем мире. Все зависит только от вас, поэтому активнее участвуем. Ну а сейчас, дорогие друзья, самое время узнать, какие актуальные новости произошли к этому часу. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Реконструкция региональной автодороги у нас в границах Якутска идет без отставания от графика. Так, дорожники обязались сдать готовый участок четырехполосной дороги протяженностью более 8 километров с высоким качеством работ. Объект будет сдан осенью этого года. В конце сентября должны получить готовый объект нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» с четырехполосным движением, пешеходными тротуарами, барьерными ограждениями, светофорами, шумозащитными экранами на определенных участках и наружным освещением.
С 6 мая пожароопасный сезон открыт на всей территории Якутии. Специалисты авиалесоохраны Татинского улуса занимаются охраной лесов от пожаров, мониторингом обстановки в районах, тушением возгораний в труднодоступных местах с привлечением авиации и пожарных парашютистов-десантников. Спецтехника стоит наготове. Прибыл самолет Ан-2 компании «Регионавиа», который будет базироваться в селе Тыккёль и патрулировать два улуса – Татинский и Чурапчинский. Отметим, в прошлом году зафиксировали 12 пожаров в двух улусах. Также отряд участвовал в тушении пожаров в Алёгминском, Алданском и Усть-Майском районах. Где-то неделю назад самолет пришел на базировку. Начали патрулировать. Вот сегодня уже третий раз патрулируем. В Амгу летали тоже. Вот. Пока пожаров нет. У нас 15 десантников, 13 парашютистов. Вот пока такие силы. Какие прогнозы говорят? Ну, прогнозы нас же пугают, говорят, что будет жара, значит, гореть должны. Вот будем на страже, как говорится, стоять. С 27 мая все школьники Нерюнгринского района ушли на летние каникулы. Кроме отдыха в ближайшие 3 месяца главная задача – оздоровление детей. Уже скоро откроются летние лагеря. 16 оздоровительных на базе образовательных учреждений и мужества. В каждом отряде будут работать профильные смены. Это художественные, эстетические, танцевальные и отряд юнармия. Спортивные школы во время каникул не прекращают свои тренировочные этапы. Продолжает свою работу проект «Наш двор». Более 1000 детей являются активистами движения первых. Всего за 3 смены охватит порядка 2000 школьников. Пытаемся говорить о новшествах вводить для того, чтобы были дни насыщенными, интересными. Это культурная программа, это работа с библиотекой города, это работа с кинотеатрами, с ДК Пушкина. То есть чтобы все массовые мероприятия охватывались нашими детьми. И в городе то, что проводилось, они были яркими участниками и активными участниками. Поездка на горы Киселях в Якутии может принести победу на конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Это уникальное творение природы. Одно из неповторимых чудес находится в Верхоянском районе. Участие в конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений» – отличный способ заявить о себе и показать всю красоту нашей республики. Конкурс проводится с целью увеличения интереса жителей России к Дальнему Востоку. Заявку на участие со своим фильмом о путешествии по Якутии можно подать до 30 декабря на сайте путешественникдв.рф. Главный приз – 3 миллиона рублей. В Ленском районе завершилось открытое первенство по боксу. В соревновании приняли участие 42 спортсмена. В спортзале «Виктория» 3 дня шла нешуточная борьба. Все бои были красивые и зрелищные. Каждый из спортсменов боролся за звание лучшего с достоинством из последних сил. Даже самые маленькие боксеры выкладывались по полной, а болельщики поддерживали участников. Победители по итогам соревнований получили дипломы и денежные призы. Молодыми и перспективными по итогам первенства определены Дамир Хуснулин и Арам Саакян. За волю к победе получил специальный приз Артем Зверев, а самым красивым признан бой Павла Фролова и Артема Громова. За лучшую технику у нас взял молодой перспективный боксер Мартыненко Максим. Он 2014 года, ему всего лишь 10 лет, но занимается боксом уже 4 года. За его плечами, как бы так сказать, уже более 20 боев. И, слава богу, пока идет без поражений. И лучшим боксером турнира стал у нас Артемьев Александр. Он, получается, у нас победитель первенства республики этого года, победитель Дальнего Востока этого года и участник первенства России этого года. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии». Ну и хотелось бы отметить, что сегодня свой профессиональный праздник отмечают адвокаты, День российской адвокатуры. Ну а также этот год юбилейный. Верховный суд Якутии отмечает 100-летний юбилей в этом году. И поэтому сейчас, внимание, вопрос от викторины. В нашем телеграм-канале он будет сейчас продублирован. Вопрос звучит следующим образом. Кто был самым первым председателем суда? Кто был самым первым председателем суда?
Ну а приз, подарок, который мы сегодня вручим самому первому правильно ответившему участнику, это вот такой вот замечательный подарочный сертификат от ювелирной фирмы КРГ. Ну, нужно уточнить, что речь идет о Верховном суде, но тогда еще не не Республики Саха-Якутия, да, но именно о Верховном суде. Да, отмечается 100-летний юбилей, соответственно, самый-самый первый председатель суда. Я думаю, наши участники разберутся. Да, мы желаем всем удачи. Ну, вообще замечательно, что сегодня такой значимый день, Да, и, День кстати, российской адвокатуры. Да, кстати, Вероника, тебя поздравляю в твоем лице всех юристов, адвокатов с этим замечательным Не праздником. путай, именно адвокатов. Именно адвокатов. Да, есть. потому что День юриста у нас празднуется в другую дату, поэтому, дорогие коллеги, я вас тоже спешу поздравить, пользуясь своим, так сказать, служебным положением, желаю только побед на судебном поприще, только прекрасных доверителей, ну и чтобы наши уважаемые защитники по уголовным делам тоже успешно вели свою деятельность, уголовные дела были какими-нибудь простыми, легкими, с какими-то легкими приговорами. Ну а сейчас мы давайте узнаем, какие еще знаменательные события связаны с сегодняшней датой. На календаре 31 мая. Всемирный день без табака. Всемирный день блондинок. День российской адвокатуры. По народному календарю Федот Овсянник, 7 дев. На Руси Федота, Феодота почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот, последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае. Если на дубу макушка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой. Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начнут опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год. Этот день в истории. 1223 год. Первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке. В 1859 году запущены в работу часы, установленные на лондонской башне Биг Бен. В 1868 году день рождения велоспорта. 1891 год. Началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали. В 2003 году состоялось официальное открытие воссозданной янтарной комнаты. В этот день родились Мария Пушкина, Гартун, русская дворянка, старшая дочь Александра Сергеевича Пушкина. Алексей Бобринский, русский археолог, государственный и общественный деятель. Клинт Иствуд, американский актер и режиссер кино, обладатель 5 премий «Оскар». Георгий Бурков, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Лена Голубь, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Именины сегодня отмечают Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан, Юлия. Назад, 31 мая 2002 года, был принят закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, на основе которого российская адвокатура впервые за свою историю организована в единую независимую самоуправляемую профессиональную корпорацию. В честь профессионального праздника у нас сегодня в студии адвокат Ольга Тимофеева. Ольга Михайловна, доброе утро. Доброе Поздравляем вас с праздником. Спасибо. Ну, конечно, такой, наверное, банальный вопрос, но почему вы решили связать свою жизнь с адвокатурой? Именно с адвокатурой, но дело в том, что именно с выбором профессии в области юриспруденции у меня почему-то где-то с класса с 5-6 не было сомнений. То есть почему-то я уже знала, что я буду работать в области права, законодательства, но просто я представляла себе это по-другому. То есть я думала, что я буду расследовать уголовные дела, раскрывать преступления и так далее, но жизнь так сложилась, что наоборот я оказалась по другой стороне, так сказать, правоохранительной деятельности, наоборот, стала адвокатом, и наоборот, как показывает, уже исходя из жизненного опыта, это было очень хорошо. То есть жизнь распорядилась совершенно правильно, что я оказалась именно адвокатом. Ну, опираясь вот на ваш замечательный опыт, можете ли назвать плюсы и минусы профессии адвоката? Ну, адвокатская профессия, она сама по себе благородная профессия, потому что она призвана оказывать помощь, юридическую помощь гражданам. И плюсы еще то, что относительно свободная профессия, то есть у нас нет каких-то давлеющих над нами начальства, которые говорят, вот прямо в 9 утра должны быть, там с 9 до 6, такого нету. Более свободный, гибкий график работы, выбор дела, выбор формы деятельности и так далее. А минусы,
Минусы, но прежде всего это большая стрессовая нагрузка, то есть это эмоциональная нагрузка, потому что мы же сталкиваемся именно с проблемами, с негативными ситуациями. У нас профессия в этом именно. Когда люди попадают в сложную жизненную ситуацию, мы им оказываем поддержку и помощь. Ну, еще есть законодательные ограничения. Это адвокат не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, не вправе занимать государственные, муниципальные должности. Ну, может заниматься творческой, там, научной деятельностью, это не охраняется. Как бы вы рекомендовали строить свою будущую профессию начинающим, путь, так скажем, тех, кто выбрал юриспруденцию в университете, в вузе, в колледже, может быть? Так, ну тут нужно понимать, что диплома недостаточно, то есть недостаточно получить образование, необходим определенный стаж, либо стажировка в адвокатуре, либо юридический стаж по какой-то из юридических специальностей. И кроме того, сдача квалификационного экзамена – это необходимое требование. Ну, по личностным характеристикам, ну, как я уже сказала, стрессоустойчивым надо быть, спокойно реагировать. Также, что еще? Ну, нужно постоянно самоорганизовываться, как я уже сказала, никто над нами не давлеет, да? Самообразовываться, дотошным быть, добросовестным, ответственным, потому что нам люди доверяют свои судьбы от того, как сложится то или иное дело, ведь будет зависеть дальнейшая судьба этого человека. Поэтому вот такие качества должны быть у адвоката. За ваш более чем 30-летний опыт работы вы встречались со многими делами. Вот можете назвать какие-нибудь запомнившиеся вам особенные дела? Ну, особенно каждое дело, конечно, мы помним, да, но и с другой стороны мы ограничены адвокатской тайной. Вы знаете, наверное, что мы не имеем права там разглашать это все, рассказывать, потому что люди нам доверяют, поэтому... Но нам, наверное, больше всего запоминаются какие-то эмоциональные составляющие. Вот я, например, когда сюда ехала, вспомнила одно из первых дел. Это было обычное совершенно дело, это кража. И человека выпустили в зале суда, и он прямо такой радостный выбежал и куда-то убежал. Думаю, ну все, на радостях убежал. Но дело в том, что я не успела отойти от суда, он прибежал обратно с охапкой цветов и мне подарил вот как бы в знак благодарности. И вот это эмоциональное чувство, простая человеческая благодарность, как результат нашей работы, она, конечно, запоминается. Какими качествами, по вашему мнению, все-таки должен обладать будущий кандидат в адвокаты? Ну вот я же уже сказала, это человек дотошный, ответственный, добросовестный, организованный и так далее. Ну, постоянно совершенствуется именно в действующем законодательстве, которое у нас постоянно, к сожалению, меняется в ту или иную сторону. То есть постоянно читать и образовываться. Ну, а вам ваша профессия помогает? Вот мы уверены, что вы обладаете всеми этими качествами, вы еще многодетная мама. Вот как это отразилось на ваших каких-то бытовых вопросах? Может быть, на воспитании детей даже? Нет. Ну, я считаю, что детей мы воспитываем же своим примером. Там специально каких-то, вот начинается воспитание, такого у нас нету. Мы живем дружной семьей, и семья, наоборот, мне в помощь всегда, поэтому здесь как бы все хорошо. Ну вот, мне кажется, профессия адвоката, наверное, сложно, когда, ну, очень сложно, наверное, оставить за порогом дома, да, вот всегда это есть всегда такое, да. обдумываете. Постоянно, хоть посуду моешь, хоть там в душе, ты уже эти мысли постоянно крутятся, дело. Да, ну а помимо работы остается время на другие занятия? Ну вот отвлечение у меня сериалы я люблю смотреть, такие легкие сериалы, как бы отвлекаюсь именно от этих проблемных моментов. Потом я люблю алмазную мозаику, рисование по этим номерам же есть, вот это тоже люблю это рисовать. Ну, мои методы такие отвлечения. Ну, надо отметить, что на самом деле юриспруденция и адвокатура — это очень творческие профессии. Да. Да, поэтому почти каждый из нас обладает каким-то творческим талантом. Жалко, не было возможности заснять результат работы. Будет возможность, покажу. Но сейчас, да, сейчас у вас есть возможность поздравить ваших коллег с праздником. Прекрасная вот эта возможность мне сегодня выпала. Я поздравляю моих уважаемых коллег с профессиональным нашим праздником. Желаю в нашем благородном, сложном деле стойкости, терпения, результативности именно в деле защиты прав граждан. И крепкого здоровья всем нам, благополучия семейного. И чтобы основная цель адвокатуры, которой мы всегда добиваемся в любых делах, это справедливость и законность, она торжествовала. Поздравляю всех наших коллег.
Спасибо большое, было очень приятно пообщаться в этот праздник. Вас еще раз поздравляем, желаем дальнейшего успеха в Спасибо. профессиональной деятельности, ну и просто семейного счастья. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, но мы продолжаем, и хотелось бы отметить, что сегодня, да, также День блондинок. Это отличный повод поздравить всех обладательниц светлой шевелюры с этим прекрасным днем. Однако причина возникновения праздника уходит корнями к сексизму на рабочем месте и мизогинии в адрес светловолосых девушек. Американские женщины-юристы, адвокаты столкнулись с тем, что коллеги-мужчины не воспринимали их как равных и препятствовали их карьерному росту и продвижению. Девушки не стали терпеть обидные шутки по поводу их цвета волос и создали свой праздник. Заговорили о нем 9 июля 2001 года. В этот год прошло первое праздничное шествие. Их предпочитают джентльмены и авторы анекдотов. Блондинки. Чего о них только не говорят. Самое популярное, что они глупые. Знакомьтесь, Ксения Пироговская. Геолог в 3-м поколении. Одна из самых древних профессий уже ставит под сомнение это утверждение. Я геолог уже в 3-м поколении, династия геологическая. Занимаюсь алмазами, изучением алмазов. Больше 20 лет я в науке, в геологии работаю. Также я фотограф, автор нескольких творческих проектов. Также я освоила года 2 назад новую специальность, причем новая она абсолютно как для нашего общества, не только для меня. Получила диплом организатора пространства. Среди фактов, оправдывающих светловолосых леди, довольно много убедительных. Взять, к примеру, Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере и одного из самых высокооплачиваемых писателей современности. А кинодива Шарон Стоун, обладательница высочайшего IQ. Уже к 13 годам уровень ее интеллекта был таким же, как у Эйнштейна. Мне кажется, этот образ кинематограф создал. Образ Мэрилин Монро, вот то, что как ее подача. А потом женщины стали перекрашиваться тоже в блондинок, пародировать ее, подражать ей. Отсюда, мне кажется, и пошло. Хотя сама Мэрилин Монро в жизни же такой не была. Вот как легкомысленной, там, глупенькой женщины, да? Ветреной. А это далеко не Мэрилин Монро, а все та же Ксения. Наша героиня, как и известная звезда Голливуда, мужским вниманием не обделена, а окружающие и вовсе не принимают за местную. Меня много с кем сравнивают. Даже был случай, еду в такси. Такси смотрится на меня в зеркало заднего вида. Вам мне никогда не говорили, что вы похожи на Шарлиз Терон? Говорили много раз. Ну, приятно, конечно. Но я как-то не акцентируюсь на этом. Помним, что завтра праздник, будете ли вы его как-то отмечать? Вы знаете, оказывается, есть день брюнеток тоже, но почему-то празднуют день блондинок в основном, как ни странно. Ну, я думаю, в соцсетях как-нибудь поздравлю. Несмотря на все сохранившиеся стереотипы о блондинках, Ксения их никогда не поддерживала. Живет по принципу, что цвет волос не имеет значения. Куда важнее содержание. А цвет волос – это как одежда. То есть она создает настроение. Если ты одеваешься в офисный стиль, у тебя определенное внутреннее состояние. Если ты идешь в спортзал, ты одеваешь спортивную одежду. Опять же, у тебя другой настрой. Также цвет волос. Блондинка ты, брюнетка ты, рыжая. Внутреннее состояние у тебя совершенно другое. Соответственно, ты транслируешь в мир вот это вот настроение свое. Тебя также вот воспринимают. Ну и в любом случае встречают по одежке, провожают по уму. Согласна. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск. Кажется, это близко к знакам зодиака, наверное, да? Вот это чуть-чуть, возможно, есть какое-то влияние, но оно такое какое-то неуловимое. Ну, знаешь, это, мне кажется, все-таки мода. Потому что вот после выхода, конечно, фильма с Мэрилин Монро, как сказала наша героиня, когда была фраза, что мужчины предпочитают блондинок, ну, это отразилось на нашем внутреннем состоянии. Ну, и, если честно тебе признаться, это еще какие-то возрастные особенности генетики, потому что кому-то идет белый цвет, кому-то, правда, он совершенно не идет, поэтому рекомендуем оставаться собой и выбирать цвет волос, и желательно, конечно, естественный, но если нет возможности, то что-то, что вам подходит. Да, ну, главное быть, чтобы вам было комфортно. Но вообще очень интересно узнавать происхождение заимствованных слов, например, да, в русском языке. Так, например, картофель свое название, эта культура получила от трюфеля, гриба, который растет под землей. Итальянцы назвали новый овощ тартуфоло, трюфель. Немцы слово слегка изменили, и получилось картофель. От него и пошло русское картофель.
А сколько существует рецептов его приготовления, еще интереснее. Так, готовясь к эфиру, я обнаружила на одном сайте 3579 блюд из картошки. Ну а прямо сейчас замечательный утренний рецепт завтрака. Доброе утро, Якутск. Меня зовут Андрей, я шеф-повар ресторана Kitchen. Сегодня на завтрак мы с вами приготовим картофельный драник с малосольной рыбой, сыром Филадельфия и огурцом. Для этого нам понадобится картофель, натертый на крупной терке, сыр Филадельфия, малосольная рыба, немножко муки и соли. Первым делом мы с вами берем картошку, заранее уже натертую. Добавляем немножко соли. И высыпаем 5 грамм муки. Всю эту смесь хорошо мы перемешиваем. Не нужно добавлять никаких яиц. Картошку я заранее натер и замочил в холодной воде, для того, чтобы весь крахмал, который содержит картофель, выделился из нее. Разогреваем сковородку на среднем огне и отправляем всю эту смесь на сковородку, равномерно распределив ее по поверхности. Будем жарить с двух сторон в течение 5-7 минут. Пока наш драник жарится, мы подготовим другие ингредиенты. Ну, их не так много на самом деле. Мы просто рыбку порежем. Рыбу используем мы красную, семгу, своего собственного посола. Наши огурцы. Итак, наш картофельный драник готов. Приступаем к выкладке. Наш картофельный драник с малосольной рыбой, творожным сыром и огурцом готов. Приятного аппетита! Но затронули тему овощей. Не терпится приступить к посадке помидоров, огурцов и других теплолюбивых растений. Без парника и теплицы в этом не обойтись. Как и на что ориентироваться при выборе, мы расскажем далее. Если ищете бюджетный вариант, то подойдет парник. Он на каркасе укрывается либо пленкой, либо укрывным нетканым полотном. У каждого материала свои преимущества. Под нетканым полотном температура прогревается медленнее, но зато хорошо удерживает влагу и пропускает воздух. Под пленкой почва прогреется быстрее и рассада будет развиваться интенсивнее. Что касается прочности, то на замену обычной недолговечной пленки пришли новые прорезиненные аналоги. Морозоустойкая, не рвется, не гнется, не проваливается под толщиной снега. Она на солнышке выпрямится еще так и станет как новенькая. Она прослужит вам 7 лет. В качестве каркаса могут использоваться стальные прутья, либо пластиковые трубки. Прочность зависит от диаметра. Специалисты советуют брать не меньше 20 мм. Для теплиц важно, чтобы материал был устойчив к коррозии. Выбирая каркас для теплиц и парников, обращайте внимание, из чего она сделана. Оцинкованная сталь, она более прочная, долговечная, морозоустойкая, подходит для нашего сурового климата. В теплицах самым распространенным укрывным материалом считается поликарбонат.
Чем он толще, тем лучше сохраняет тепло, а значит, тем жарче будет в вашей теплице. Нужно обратить внимание на толщину поликарбоната. Она должна быть не менее 4 мм. Кроме того, сотовый поликарбонат должен иметь защиту от УФА-лучей. Тогда ваши растения не сгорят. Размеров и форм теплиц великое множество. Что же выбрать? Виды теплиц – это арочные, теплицы домика, прямостенные с купольной крышей и стреловидные теплицы. Самые популярные и распространенные теплицы – это арочные теплицы. Ее легко установить, покрыть пленкой либо поликарбонатом, и самая она бюджетная. Но при этом нужно учесть, что полезной площади в теплицах с вертикальными стенками больше, чем в арочных моделях. Так что выбор всецело зависит от индивидуальных потребностей, вкуса и бюджета дачника. Хорошего урожая! Туяра Филиппова, Аэлита Махно, Якутск. Ну и перемещаемся по нашей республике. Хангаласский улус издавна является многонациональным. Здесь на протяжении почти 3 столетий проживают русские переселенцы, потомки государевых ямщиков Иркутска-Якутского почтового тракта. Данный тракт был проложен по берегам реки Лена в 1743 году. В то время государевы ямщики вместе со своими семьями прибыли служить из разных губерний царской России. Сейчас их потомки есть в каждом селе, где когда-то была почтовая станция. В южном селе Титары наследие своих предков-ямщиков бережно хранят участники ансамбля «Ленские зори». Об этом ансамбле пойдет речь в сюжете Виолетты Засимовой. Добро пожаловать на Титаринскую землю. Первыми русскими поселенцами Титаринской почтовой станции считаются семьи Сухаревы, Голоковы, Батыгины и Федоровы из Ярославской, Саратовской и Вятской губерний. Они обучили местное население грамоте, умению выращивать хлеб, обрабатывать землю, а также показали все богатство русского народного фольклора. Сохранившиеся с тех времен орудия труда и утварь ямщиков, одежда, фотографии, музыкальные предметы сейчас бережно хранятся в Ямщицком доме-музее, открытом в 2013 году в центре Титары. Это здание было школьное общежитие было, потом сделали тут музей Ксенофонтова, потом хотели забросить, и мы «Ленские зори», когда мы в 2011 году создали ансамбль «Ленские зори», и мы решили здесь Ямщицкий дом-музей создать. Экспонаты музея собирали всем миром. Титаринцы приносили ямщицкие предметы, оставшиеся от бабушек и дедушек, а члены ансамбля «Ленские зори» любовно приводили их в порядок, создавали тематические экспозиции, и сейчас дом-музей выглядит как изобильная чаша. Самыми ценными предметами являются старинные ямщицкие ящики для почты. Это закрывается на 2 замка, например. Да? Тут поднимается, тут ложат документы или деньги, да? А здесь ложат тоже документы. И запечатывают, закрывают. Сперва на этот замок, потом на этот. И этот замок, и это они охраняли, когда возили почту, да, охраняли казаки. И это подарили нам Андрей Савич Борисов и Добрянцев Анатолий Анатольевич. Ансамбль «Ленские зори» был создан 2 годами ранее дома-музея. Сейчас в его постоянный состав входят 11 человек, люди разных профессий и возраста. В репертуаре задорная русская кадриль, хоровые и лирические песни. «Ленские зори» – постоянный участник ежегодного фестиваля ямщицкой культуры «Играй гармонь, живи частушка» и различных республиканских конкурсов и концертов. Свои стилизованные наряды члены ансамбля придумывают и шьют сами. В ближайшие 5 лет им предстоит еще больше мероприятий и новых костюмов. Ведь с этого года по 2028 год в 4 районах республики – Хангаласском, Алекминском, Ленском и Усьмайском – объявлено 5-летие ямщицкой культуры. В эти годы намечены установка памятника ямщику в городе Якутске, укрепление исторических и культурных связей с потомками ямщиков из Иркутской области, поднятие на новый уровень ямщицких творческих коллективов и усиление работы краеведов и музейных работников на местах. Вот у нас, например, в течение 5-летия хотя бы съездить на родину наших этих потомков ямщиков. И у нас, например, с Ярославских губерний
и Саратовской губернии, и Вятской губернии. И вот хотим хотя бы вот в одну область съездить всем ансамблем, как-то вот спланируем, чтобы все отпуска как-то вот в одно время взять и проездные, как-то вот так вот И снова съездить хотим. средства. Да, ну получается так. На чистом энтузиазме. Да, у кого проездные там, дальневосточные там это, ну вот как-то так поедем. Также ленские зори хотят в ближайшее время омолодить свой коллектив, собрать детскую и молодежную группу, чтобы история и культура государевых ямщиков продолжали передаваться из поколения в поколение. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Действительно, когда смотришь, вот, да, очень приятно, вот, когда люди чтят свою историю, да, и бережно очень хранят, и причем в основном вот, как бы, тоже вот сталкивался с ямщицкой культурой, да, вот, потомки именно государев и ямщиков очень, очень бережно к этому относятся, и прямо своими руками собирают старинные вещи и делают музей. Не, ну, на самом деле, мне кажется, это не только к ямщикам относится, свое древо нужно знать. Я все мечтаю заняться архивом, потому что я являюсь тоже, на самом деле, представителем переселенцев, ну, частично, да, то есть у меня история бабушки со стороны папы, она достаточно старая, то есть они переезжали по республике и имеют тоже глубокие корни, польские корни. И так получилось, что мне повезло, что с обеих сторон примерно корни в одном регионе находятся. Вот мечтаю создать и рассказать своим детям. Ну да, вообще всегда нужно знать свою историю, вот, но хотелось бы еще так вот отметить, что сейчас мы как бы не задумываемся о том, как передать информацию, да, можно даже, грубо говоря, по видеозвонку, хоть на другой край света, да, позвонить, вот, а раньше, представляешь, это вот люди передавали почту вот так вот по почтовому тракту. Ну, мне кажется, в то время почта, вот вообще тракт почтовый, это была такая линия жизни, по которой передавалось все, то есть можно было узнать последние новости только таким способом. Да. Ну, нам повезло. Да, а сейчас мы, дорогие друзья, спешим поделиться с вами новостями, которые произошли к этому часу. И гораздо быстрее. Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей. Без специальной бумаги с 1 сентября официальной медицине запретили применять минералку, газы, грязи и другие природные лечебные ресурсы. Оценивать их качество правительство поручило медикам, закрепив это в постановлении. Цель новшества – обеспечить качество и безопасность лечения и реабилитации в санаториях, разместить о них информацию в открытом доступе. А ее сформируют на основании специальных медицинских заключений, которые курортам надо будет получать на все используемые дары природы с 1 сентября. К таким, например, относятся минеральные воды, лечебные грязи, полезные ископаемые, природные газы и даже климат. План по обеспеченности медицинскими кадрами должен быть у каждого региона России. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. В аппарате зампреда уточнили, что подготовка таких региональных планов является нововведением. Голикова также отметила, что новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» будет носить целостный характер, начиная от здорового образа жизни, профилактики, инфраструктуры и кадров до содержательного наполнения, то есть оказания соответствующей медицинской помощи. Дирекция биологических ресурсов получила новый автомобиль. Техника предоставлена для проекта по реакклиматизации лесного бизона в Центральной Якутии. Проект по сохранению популяции редкого вида мамонтовой фауны лесного бизона реализует сама дирекция при финансовой поддержке Иркутской нефтяной компании. Объем вложений превысил 13 миллионов рублей. Главная цель программы – создание устойчивых к климату Якутии и свободно живущих стад лесных бизонов. Одним из этапов ее реализации является транспортировка молодняка бизона из питомников, куда могут добраться только автомобили с повышенной проходимостью. Закуплены и завезены материалы для сборки кордона, опорного пункта мониторинга и охраны редких видов животных в ресурсном резервате Киикте в Алекминском районе. На участке уже ведутся строительные работы. Создание данной популяции позволит создать как функционирующий единый экосистемный компонент природной экосистемы на территории Якутии. Еще с 2009 года в компании принята экологическая политика, и четко мы придерживаемся принципов этой политики. И когда в прошлом году коллеги обратились с поддержкой проекта, мы сразу же ухватились за него, потому что на самом деле он интересный, уникальный. И вот сохранение как раз биоразнообразия, развитие экосистем – это то, что у нас тоже в приоритете.
В Верхневилюйске торжественно вручили ключи от тракторов «Беларусь» фермерским хозяйствам. По итогам конкурса республиканской программы по кормопроизводству Министерства сельского хозяйства в Верхневилюйский УЛОС направили 10 тракторов. В этот знаменательный день руководители хозяйств прошли парадом по центральным улицам. Среди них были как молодые начинающие фермеры, так и со стажем более 30 лет в сельском хозяйстве. От всех ожидают особенно продуктивной работы в этом году с учетом появления новой техники. Они себя показали с хорошей стороны и по-настоящему уже работают. Почему именно сегодня вручили? Потому что уже фермерское хозяйство уже, по кормопроизводству уже начинают работать. И надеемся в дальнейшем также провести такую же работу. Кубок защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции, получивших ранения, разыграли в столичном спорткомплексе «Дахсун». Более 20 спортсменов приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу и армрестлингу. Также участники сыграли товарищеский матч по волейболу сидя. Победители и призеры Кубка получат право поехать на дальневосточный этап Кубка защитников Отечества. Я хочу в первую очередь поблагодарить, что организовали такие соревнования для нас. Потому что нам, как раненым, инвалидам, зачастую мало внимания. А здесь прям большое-большое спасибо организаторам. А подвигло меня поехать, потому что я всегда занимался спортом, был активным участником. Но стрельба из лука, это у меня было сегодня первый раз, пробовал себя. Мне понравилось, теперь буду заниматься постоянно. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. В преддверии летних каникул МЧС России совместно с федеральным проектом «Крепкая семья» проводит неделю безопасности, во время которой по всей стране проходят мероприятия для семей с детьми. Якутия не стала исключением. Неделя безопасности от МЧС во многом поддерживает российские семьи и помогает им чувствовать уверенность в завтрашнем дне. В нашей студии сегодня региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Егорова. Татьяна Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, нам подробнее о неделе безопасности, что будет сегодня. Неделя детской безопасности, она проводится с 27 мая, и сегодня конкретно 31 числа на Ларионова 1 детей ждут очень хорошие увлекательные конкурсы, то есть в игровой форме сотрудники Главного управления МЧС по Республике Саха-Якутия детям расскажут о том, как вести себя во время пожара, как вести себя на воде, и также проведут эстафету юной пожарной. Так их ждут конкурсы стихов, чтецов, отгадывание загадок, ребусы, и все это по теме детской безопасности. Также сотрудники МЧС сегодня организуют катание на аэролодке «Север» и на квадроциклах. То есть мы постарались как можно в доступном виде детям донести о том, как нужно себя беречь, как нужно себя оградить от опасностей. Вообще, какие основные риски в летний период существуют для детей? Основными рисками мы считаем, что в летний период дети остаются одни дома. И поэтому они должны конкретно знать, что нельзя открывать окна, что нельзя играть со спичками, что на воде нельзя находиться детям младше 14 лет одному. То есть все эти риски, которые ждут нас даже во дворе, дома, на воде, все они, мы обязаны детей информировать и рассказать, что может привести к беде. Ну, а на кого направлен вообще проект «Крепкая семья»? Проект «Крепкая семья», он направлен именно на поддержку многодетных семей, вообще на семей с детьми. И также мы разрабатываем, точнее, помогаем разрабатывать льготы, социальные льготы, налоговые льготы. Допустим, Атласова Алена Николаевна, наш основной координатор, она очень много сделала для того, чтобы развить эту систему льгот и поддержки для наших многодетных семей по всей республике.
Мгм. Ну, что касается сегодняшней программы, уже есть какой-то определенный состав участников или могут присоединиться желающие? Ой, сегодня на праздник мы приглашаем всех на Ларионова 1. Пожалуйста, приходите со своими детьми. Будет очень весело, и детей ждут сладкие призы. Во сколько? В 11 часов на Ларионова 1. Отлично. Но вообще вы ведете работу об информировании школьников о безопасности. Вот что должен знать прямо каждый ребенок о безопасности? Да, мы проводим работу, мы посещаем школы, мы также работаем на территории штаба общественной поддержки. Ну, особенно тесно мы работаем с 26-й школы, с 5-й школы, ну, те, которые вот ближе к нам, получается, да. И для детей мы вывозили в центр предупреждения чрезвычайных ситуаций, рассказывали ребятам, что специалисты рассказывают, потому что у них это получается лучше, допустим, они владеют темой, и поэтому мы приводим их на эти экскурсии, приводим специалистов, чтобы они лучше, доступнее рассказали детям о безопасности поведения. В чем больше заинтересованы дети, когда слушают лекции? Очень любят загадки, очень любят игры. То есть вот когда мы проводим на территории штаба общественной поддержки, мы разработали игры прямо по правилам дорожного движения. Опять-таки, как вести себя во дворе, то есть это уже какие-то игровые ситуации. И обязательно в конце мы им раздаем флаеры, раздаем памятки по поведению. Вот сейчас у нас идут кадры, это вот именно с таких вот встреч, да? Да. Получается? Мы вот в 26-й школы ездили в центр предупреждения чрезвычайных ситуаций. И вот видите, вот именно в игровой форме нам специалисты помогли с детьми провести весь вот этот цикл. Потому что просто слушать о том, что что-то опасно и так далее, это скучно. И вот мы стараемся ими преподнести в такой форме. А какой совет можно дать родителям, чтобы в какой форме вот им донести для своих детей, допустим, да? Ну, я считаю, что самое главное это добиться того, чтобы ребенок в любом возрасте знал свой адрес и знал телефон родителей. И вот эти телефоны нужно обязательно написать крупным шрифтом, повесить там, где... Потому что когда ребенок вроде помнит, в стрессовой ситуации он может забыть. И обязательно нужно запомнить единый номер службы спасения 112. И родители обязательно должны говорить, что нельзя играть с огнем, нельзя. Вот, то есть это тоже должно идти от родителей. А мы объясняем, как им говорить об этом. Ну, в том числе, я думаю, иногда даже помогают мультфильмы, например, да? Да, это очень хорошее тоже. Дети очень любят фиксики, допустим, тех же вот. Тот же Лунтик очень хорошо, допустим, там тоже рассказывается правила поведения в такой игровой форме. Я считаю, что это очень хорошая форма. Ну, я смотрю, что разных возрастов дети участвуют в проектах, да, то есть и младшая школьная группа, и средняя школьная группа. Мы считаем, да, что чем меньше ребенок, тем нужно активнее их. Меня очень радует, что вот мы уже, когда работаем с третьеклассниками, тут уже они сами могут нас уже научить чему-то. То есть радует, что все-таки вот эта работа, которую мы ведем, она имеет такой результат. Ну и передают опыт друг другу. Да, передают. Ну, я, кстати, вот даже на своем опыте, я до сих пор, сколько мне лет, в детском саду, я помню, как нас прям воспитатель вывел, мы там в районе Речи-Порта, детский сад был такой одноэтажный, Аленка, как он назывался. Выходили на улицу, и воспитательница говорила, что смотрим налево, да, потом смотрим направо, убедились и переходим. То есть вот до сих пор этот урок, он потом как бы мне постоянно вспоминаю. В общем, нужно начинать чем раньше, тем лучше. Да, обязательно. Только тогда мы сможем оберечь наших детей от всех вот этих опасностей. Желаем, чтобы неделя прошла успешно, чтобы было как можно больше маленьких участников, ну и которые потом передавали опыт друг другу и своим родителям. Да, ну а нашим зрителям, семьям с детьми мы приглашаем сегодня, да, на Ларионова 1 в 11 часов. Будет очень интересная программа для ваших ребятишек. И я думаю, что они сегодня узнают много о безопасности. Спасибо. Спасибо большое. Ну а сегодня наша постоянная рубрика «Музейный гид» познакомит вас с творчеством одного из первых скульпторов Якутии Прокопия Ивановича Добрынина. Творчество одного из первых скульпторов Якутии Прокопия Ивановича Добрынина принадлежит двум культурам – якутской и русской. Он родился в Якутии, но волею судьбы
после учебы остался в Москве. Участник Великой Отечественной войны, он за проявленное мужество был награжден орденом Красной Звезды. Прокопий Добрынин работал в разных направлениях: в монументальной, станковой скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Его известные творения из бронзы, керамики, глины и даже дерева хранятся в фондах Третьяковской галереи, здесь, в Национальном художественном музее. Такие известные его творения, как мозаичный фонтан «Каменный цветок» и фонтан «Золотой колос», являются настоящими жемчужинами московской ВДНХ. Но сегодня я хочу рассказать вам о очень камерной, но поэтичной скульптуре «Полевой цветок» с женихом Бергеном, которой автор увековечил имя первой якутской балерины, вставшей на пуанты, Аксении Посельской и Иннокентия Христофорова. 29 июня 1947 года состоялось тогда еще в музыкально-драматическом театре знаковое событие, которое навсегда вошло в историю искусства Якутии. Народный писатель, драматург Саурон Амалон написал либретто к балету «Сир Семеге», что значит «полевой цветок», по мотивам известной якутской сказки «Старуха Бейберекен». Музыку написали композиторы Марк Жирков и Генрих Летинский. И тогда еще совсем молодые Аксения Посельская и Иннокентий Христофоров выступили в главных балетных партиях. Прокопий Добрынин в своей скульптуре обратился к древнейшей технике майолика. Это обожженная глина, покрытая слоями глазури. И мастер не ошибся в выборе материала. Праздничная, нарядная майолика удивительно созвучна фольклору, поэтическому строю якутской сказки. Выразительная, подвижная лепка в сочетании нежными цветовыми переливами так и притягивает к себе взоры. Посмотрите на скульптуру, и вам покажется, что герои оживают и кружатся в волшебном танце. Аксения Посельская всю свою жизнь посвятила хореографии. Она была удивительно одаренной. По ее инициативе в те далекие годы прошлого века была открыта балетная студия, где она стала первым педагогом-репетитором. И по ее инициативе в Якутске было открыто хореографическое отделение. Это дало мощный импульс для развития танцевального искусства в Якутии. У Аксении Посельской была очень сложная судьба. Она пережила смерть любимого человека, клевету, репрессии, годы тюремного заключения. Но, несмотря на это, она бережно через всю свою жизнь пронесла любовь к искусству. И именно эта любовь помогла ей выдержать все испытания, которые легли на ее хрупкие плечи. Трепетное отношение к искусству она передала и своей дочери Наталье Посельской. Теперь имена Аксении и Натальи Посельских по праву гордо носит Якутский хореографический колледж. Ну, потрясающая скульптура, но мы прямо сейчас спешим подвести итоги. Итак, наш вопрос. Кто был самым первым председателем нашего Верховного суда? Итак, ответ звучит следующим образом. 14 марта 2024 года на заседании коллегии Наркомата юстиции ЕССР был организован главный суд ЕССР. И правильный ответ. Председатель суда был Алексей Дмитриевич Широких. Мы поздравляем нашу победительницу. Ее зовут Екатерина Павлова. И сегодня обязательно с вами свяжемся, и вы получите свой подарок. Да, подарок. Все, до новых встреч. Начинайте неделю вместе с нами.